12-й международный форум историков-кавказоведов прошел в Сухуми. Тема «Народы Кавказа в 18-21 веках. История, политика, культура». В форуме принимал участие Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Сергей Мирославович нашел время для интервью нашему радио. Рады вас видеть в нашей студии. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Сергей Мирославович, ваш доклад касался анализа политики Абхазии. Об этом, если подробнее говорить, начнем, наверное, с того, что вообще, на ваш взгляд, сейчас происходит во внутренней политике абхазской. Тем более, что год назад здесь совсем другие события происходили. Вот если вспомнить то, что происходило осенью прошлого года, и то, что сейчас происходит, как вы оцениваете ситуацию? Спасибо за вопрос. Мой доклад не касался конкретной политической повестки последних 2 лет. Наоборот, собственно, когда я начинал свое выступление, я говорил, что необходимо рассматривать тенденции на протяжении так называемого длинного времени, термин Фернана Броделя. И мой доклад был посвящен трансформации абхазского конфликтного поля. Конфликтное поле, я беру здесь определение Пьера Бурдье, рассматриваю изменения различного баланса сил в том или ином регионе, в данном случае Абхазии. И говорю о том, что многие конфликты или многие темы, которые вроде бы выглядят как абсолютное прошлое, такое плюсквамперфектум, они имеют и актуальное звучание. Вот обычно ключевая проблема, которая в абхазском контексте звучит, это этнодемографическая безопасность. Есть такое понятие, и оно и в науке, и в публицистике, как проклятие 18%. Что это? Наверное, пояснять слушателям в Абхазии не нужно. Нет, это хорошо известно. Хорошо известно аудитории за пределами Абхазии. Я думаю, что требует это пояснение. В 1989 году, когда была последняя советская перепись, абхазов, собственно, на территории Абхазской АССР, тогдашней Грузинской ССР, было около 18%. И эта тема, как не быть на своей земле меньшинством, тем более маргинализированным меньшинством, эта тема возникает и приобретает определенную актуальность в разные периоды. Вот, казалось бы, где соперничество Российской и Османской империи за влияние на Кавказе? Уже нет ни Российской империи, ни Османской империи, Турция и Россия — это все-таки другие немножко государства. Да и Абхазия XIX века, так сказать, сильно отличается от Абхазии современной. Тем не менее, эта тема весьма актуальна. И актуальна вот в каком ключе. Вы затронули события прошлого года. Мне кажется, здесь очень много переплетено в этих событиях. Это и внутриполитическая повестка. В Абхазии действительно такой круговорот власти и оппозиции в природе. Вот можно говорить о том, что 3 президента подряд ушли не по собственному желанию, а досрочно. Притом это люди, имеющие все-таки до сих пор большие заслуги перед республикой. Это политические тяжеловесы. Это Александр Анкваб, и Рауль Хаджимба, и Аслан Бжания. То есть у каждого есть своя богатая биография. Тем не менее, происходило определенное рассогласование властей и общества. Вот оппозиция, которая приходила во власть, она начинала немножко где-то бронзоветь. Наоборот, та власть, которая уходила, переходила в оппозицию. Если говорить о каком-то новшестве, которое произошло в прошлом году, в результате выборов не пришел оппозиционный кандидат. Все-таки действующий президент, он выходец из команды Бжания. Но я хочу сказать, и я это подчеркивал тогда и подчеркну сейчас, нельзя его назвать абсолютным продолжателем, что ли, той линии. Я думаю, что были извлечены определенные уроки, крайне важные. И вот если говорить об этих процентах, причем здесь проценты и ситуация, которая была в прошлом году, вы понимаете, в чем дело? Вот мне кажется, и об этом я в докладе говорил, что ключевой вопрос абхазской политики, абхазской действительности, переход от конфликтной повестки к повестке мира, развития не решен. До сих пор обсуждаются темы военные. Понятно почему. Маленькая республика, маленький социум, большие потери. 4% примерно потерь довоенного населения. Чтобы все понимали, если бы не дай бог, хотя я понимаю, что американцы это наши противники, если вдруг, я это в американской аудитории говорил, если война, 12 миллионов. Если в процентном отношении, То есть это очень чувствительные моменты. Но надо понимать, что все время апеллировать к потерям прошлого и оправдывать какие-то изъяны, где-то безалаберность, бездействие, коррупцию, непотизм, только войной и издержками войны, наверное, нельзя. Этот переход затянулся. И здесь встает ключевой вопрос, как из этой ситуации выходить.
Если Абхазия говорит, ребята, вот мы такие все закрытые, уникальные, руки прочь от нас, а где источники развития? Источники развития дает инвестирование. Может Грузия это обеспечить? Теоретически да. Готов абхазский социум к этому варианту? Нет. Турция теоретически да, Запад теоретически да, а практически нет. Россия. Но вот здесь встает вопрос определенных, может быть, боязней, фобий, да? Вот как раз эта демографическая ситуация, проблема, о которой вы говорите, она в корне всех этих вопросов. Да. И эта проблема порождает какую очень важную, актуальную тему, да, о чем я хочу сказать. Это то, что Россия фактически является безальтернативным источником развития для Абхазии, да, и гарантом безопасности, и гарантом восстановления и развития, да, вот, чтобы не просто восстановить какой-то потенциал, а пойти дальше, определить какие-то ключевые приоритеты. Что это? Курортная сфера, допустим, это может быть и наука, между прочим, фундаментальная, связанная и с здравоохранением, и с рекреацией. Это же не просто отдохнул, там, выпил, закусил, там, кофе, вина и так далее. Речь идет о том, чтобы пребывание на курорте совпадало и, может быть, с лечением, восстановлением. Здесь много, большая есть основа для развития. Но Россия. И вот тут встает вопрос, а если мы Россию пустим, она нас не растворит? Темы, да, которые возникают. И, как мне кажется, ключевая проблема прошлого года – это некоторые сбои в коммуникации, которые были между властями, оппозицией с одной стороны, между Россией и Абхазией с другой стороны. Да? Это не значит, что эта проблема непреодолима. Она преодолима, но требуется большая выдержка. Выдержка, наверное, для моих соотечественников, потому что мы большие, мы ставим большие задачи, Россия играет на многих шахматных досках мировой арены, Абхазия кажется маленькой, кажется, ну что там, ну и так же мы все делаем вроде бы, да, по форме все правильно. Но есть некоторые психологические особенности, да, действительно, даже если твой союзник маленький, ну, вот у нас, знаете, русская есть хорошая пословица «мал золотник да дорог», потому что у нас иногда появлялись публикации в наших телеграм-каналах, соцсетях, в СМИ, поверхностные достаточно. Ну, вот абхазы, они там сидят на шее и так далее. Ну, подождите, если мы говорим о том, что расширение НАТО – это плохо, если мы говорим о том, что вступление Грузии в НАТО создает безопасности на Кавказе дополнительные риски, ну, наверное, некоторый вклад Абхазия внесла, чтобы Грузия в НАТО не попала. Так? Так. Если мы посмотрим на ситуацию сейчас в Абхазии, ведь очень многие абхазы, даже кого, так сказать, специально не мобилизуют, не заставляют, участвуют добровольно в СВО. И таковые есть и во власти, и в оппозиции. Есть те, кто погибает. Мы уже сказали, да, про демографические проблемы и так далее. Тем не менее, люди считают, что помочь России в этой ситуации очень сложной важно. Может быть, тогда мы не будем уж так вот огульно судить. Я понимаю, да, что многих моих соотечественников, которые принимают решения, ну, где-то раздражает, знаете, ведь вы согласитесь, наверное, со мной, ну, какая-то абхазская медлительность немножко, да, люди южные, где-то там, давайте завтра решим проблему или послезавтра, такая неспешность может быть. Где-то вот это вот недоверие. Ну, что вы нам не доверяете? Мы же вас защитили, все доказали, зачем? Понимаете, вот мне кажется, вот этот вот кризис коммуникации сейчас стали преодолевать. За этот год определенные, мне кажется, шаги сделаны. И это важно, понимаете, вот в России, да, вот вы скажете, Сергей Владимирович Кириенко побывал на знаменитой Брехаловке. Вот я как раз, у меня был по этому поводу вопрос. 30 сентября празднование, это главный государственный праздник, было зачитано официальное поздравление от Владимира Путина. На этом месте, о котором вы говорите, на Брехаловке, было подписано соглашение о... Это не ругательное слово, да? Вот слушатели, ни в коем которые случае. за пределами это место, Абхазии, где встречаются да? президенты, где встречаются обычные люди. Было подписано там соглашение о комплексной реконструкции набережной. Это большой проект для столицы и для Абхазии в целом. И мне кажется, тут даны были конкретные сигналы для нас. И вот вы говорите о том, что нет перспективы будущего, что мы постоянно опираемся на образ прошлого и на проблемы прошлого. Перспектива есть, но пока она отдаляется, потому что, мне кажется, до сего момента вот какие-то серьезные действия в этом направлении, они не предпринимались. Или предпринимались вырисовываться недостаточно. начал этот образ. Вот смотрите, какие-то вещи действительно стали делать. Да? Вот мы здесь цитировали уже с вами Пьера Бурдье, да, знаменитого французского социолога, которого теорию поля выдвинул, да, изменение поля.
У него также есть замечательная теория, связанная с символическим капиталом. Понимаете, вот для абхазов и жителей Абхазии, русских, армян, мигрелов, да, которые живут здесь и так далее, да, вот это важный символ. Человек, представитель большой страны, да, администрации президента России, не просто там рядовой чиновник, да, высокопоставленный, приходит, значит, уважает нас. Это важно. Для России, вот для России большой, да, наверное, это событие, ну, там, скажем честно, 25 уровня. Для Абхазии 1-го. Потому что, повторюсь, символический капитал. Мы можем назвать несколько таких важных проектов стратегических. Тот же самый аэропорт. Да, еще там 5 лет назад это казалось совершенно недостижимая мечта, и этот аэропорт все время откладывали. Это был такой, знаете, какой-то... Мало кто верил, Конечно, такой долгострой, да, вот классический, как в советские времена говорили. Вот что-то там, когда-то там, заходите завтра, да. Теперь нет, мы видим, что самолеты летают, люди приезжают, туристы и так далее. Вещи, связанные с программами, например, кадрового резерва, о чем мы в разных наших рекомендациях писали, что почему бы это не распространить, да, на Абхазию. Потому что действительно, мне кажется, вот такой приток свежей крови долгое время был ограничен. В основном это было поколение позднесоветское, военного периода и так далее. Что мы видим сейчас? Да, вот 2 ключевых кандидата на выборах, это были представители уже фактически не воевавшего поколения. Это не их вина, это не их заслуга, так получилось. Ну, подошел возраст просто, да, не могут же... Выросло новое поколение. Конечно, а не может же оно все время, так сказать, быть в молодых, да, там, до 56 все молодежь, да, вот. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Поздновато начинаете, да? Ну, надо действительно менять. То есть обновление вещи. Политической системы сейчас мы переживаем. Переживаем, и мне кажется, что вот эта модель выбранная и тональность развития, что, понятно, мы чтим, так сказать, наше прошлое, мы понимаем те травмы, то горе, которое нанес вооруженный конфликт, но мы не можем все время, повторюсь, оправдывать какие-то проблемы сегодняшнего дня, да, то, что было там 15-20 лет назад. Нужно идти вперед с какими-то новыми идеями, новыми задачами, новыми ресурсами. И вот эта идея, как мне кажется, попробовать трансформировать Абхазию, не просто ее восстанавливать, а чтобы она двинулась к развитию какому-то. Это и кадровый резерв, это и программы повышения квалификации, это и какие-то выездные сессии, лекции, которые есть. Вот в МГИМО у нас была программа, приезжали по программе доп. Образования представители МИД Абхазии, мы читали лекции им. Не только по Абхазии, зачем нам им читать про Абхазию, они и так знают, да, многие вещи, а в целом показать, да, новейшие достижения нашей школы, рассказать о Юго-Восточной Азии, о Соединенных Штатах, о европейском направлении, о Латинской Америке, дать широкую палитру, да, показать, что при всей важности Абхазии, да, но все-таки мировая повестка не вокруг нее, да, она шире гораздо. Вот мне кажется, что вот расширение этих горизонтов и повестка развития крайне важна. Наверное, здесь трудности будут. Не надо, вот, мне кажется, впадать в такую крайность и говорить, все уже замечательно, все проблемы решены. Повторюсь, надо работать, надо понимать, что многие люди, которые критически, может быть, даже какие-то интенции России воспринимают, это не враги. Ну, где-то недопонимают, где-то, может быть, есть сомнения. Но посмотрите на 150 лет последние в истории Абхазии. Ну, есть много в чем сомневаться и так далее. Значит, надо объяснять, работать и так далее. А что с этим триггером делать тогда? Вот это демографическая проблема, которая в корне многих вопросов стоит. Где эта золотая середина? Открытость, экономическое развитие, при этом проблема самосохранения. Можно ли найти какой-то баланс между этими? Я думаю, можно. Во-первых, любые договоры, которые касаются инвестирования и, скажем, развития там строительного комплекса, почему не зафиксировать какие-то объекты особой важности? Тот же Сухум, это ведь на самом деле во многом такой музей под открытым небом. Сухумский модерн, который стоило бы восстановить, да, многие дома знаменитые. Ну вот у нас конференция происходила в Абни, я так по-старому называю, да, вот, Самуридиевский особняк, ну там есть куда руки приложить, что называется, да, и может быть вот на этих местах не ставить какие-то 20-этажные уродцы, а поставить их
там, где это возможно, да, чтобы вот не происходило то, что, к сожалению, мы видим и в российских городах, вот в моем родном Ростове, да, когда историческая застройка, там раз, 20-этажный, 25-этажный дом. Есть те места, где это уместно. Действительно, надо решать строительную и жилищную проблему, безусловно, обновлять жилищный фонд, но не ценой культурной... Не в ущерб. Конечно, не в ущерб. Я думаю, что эти вещи можно согласовывать и нужно согласовывать. Мне кажется, что Абхазия, которая станет определенным источником развития, это будет сигнал, в том числе, надо же понимать, вот, видеть какие-то перспективы шире, чем только одна точка. Вот. Тогда это будет сигнал и вообще союзникам России, да, в целом. Это же тоже надо видеть. Если они будут видеть, что, смотрите, благодаря российским гарантиям происходит развитие, оно приобретает какой-то системный характер, ну, значит, с Москвой надо иметь дело и так далее. Сергей Мирославович, на Абхазии сейчас готовится к выборам в органы местного самоуправления. 8 ноября они должны пройти. Это ключевое событие после президентских выборов, которые мы прошли. Какое, на ваш взгляд, они имеют значение? И способны ли эти выборы как-то серьезно влиять вот на внутриполитическую ситуацию? Как вы оцениваете сам институт? Я думаю, что, конечно, это не то значение, которое могли бы иметь парламентские выборы. Парламентские выборы тоже всегда... не за горами? Конкурентны, да. Я напомню, что очень часто бывало так, что спикеры прежнего состава парламента, ну, извините, пролетали на новых выборах. Это было. И было не раз. Менялся радикальный состав парламента. Я думаю, что, конечно, муниципальные выборы такого значения не имеют, но вы сняли у меня с языка, сказав, что это все-таки первая кампания после смены президентов. То есть это для новой команды, ну, относительно новой, да, в конце концов, но, тем не менее, это тоже, ну, определенный такой тест, да, вот насколько можно работать. Я думаю, что это и какой-то смотр политиков на будущее, потому что, наверное, из муниципальной политики кто-то будет вырастать на общенациональную, да, вот, мне кажется, две вот этих базовых темы будут в ходе выборов рассматриваться. Ну и, конечно, наверное, третья, та же самая оппозиция, она, наверное, захочет как-то о себе заявить, чтобы не забывали о ней. Но важно, чтобы здесь не было самоцели, просто, знаете, там, великие потрясения. Да, вот критиковать, конечно, это правильно, и критика позволяет делать лучше работу, вот, но это не должно быть самоцелью, да, просто взять что-нибудь там, я не знаю, замутить, да, грубо говоря. Но многие вообще говорят, эксперты, о том, что Абхазию периодически штормит из-за того, что вот политическую систему вообще в целом надо менять, и подходы нужно менять, и вообще пересматривать и законодательство, и конституцию. Как вы считаете, можно ли как-то законодательным образом закрепить какое-то спокойствие в обществе или обеспечить в будущем, вот, исключить эти потрясения? Ну, давайте скажем честно, да, абсолютная стабильность бывает только на кладбище, да, где, в общем, в принципе, ничего не развивается. В любом обществе есть какие-то конфликтные точки. Особенно это проявляется в обществах, вышедших из конфликта, не так давно переживших какие-то серьезные стрессы и так далее. Понимаете, когда у нас пытаются сравнить абхазскую политику и российскую, это не очень корректно, потому что Абхазия — это очень маленькое общество. Вот когда-то Владимир Путин говорил о местной власти, что это власть, которая находится на расстоянии вытянутой руки. Но это про Россию. В России местная власть. А в Абхазии общенациональная власть, в принципе, на расстоянии вытянутой руки. Президент. Да, я помню прекрасно. Слушайте, у меня были достаточно хорошие отношения, Царство Небесное, с Сергеем Васильевичем Багапшем, и лично встречались и так далее. Он мог после работы совершенно спокойно взять, выйти на ту же Брехаловку, пообщаться с кем-то, и вынужден был там выслушивать каких-то активистов. Даже мы спрашивали Сергея Васильевича, насколько вот это важно. Ну, говорит, ну, это же люди, которые там верят мне, и как я могу с ними не встретиться? А вопросы там были, наверное, которые не стоили выеденного яйца, да, но тем не менее. Здесь другая немножко конструкция. Наверное, абхазское общество более турбулентно, но задача, наверное, взрослеть, сказать, что вы каким-то конституционным законом напишите, все, теперь все стабильно. Правило. Ну, хорошо, но на бумаге-то вы запишете, да, как говорили. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, да. По оврагам ходить, не по бумагам. Поэтому бумажно что-то вряд ли вы зафиксируете раз и навсегда. А что касается принятия Конституции или изменения, если это будут такие, знаете, поверхностные кулуарные решения, вот они могут и спровоцировать турбулентность. Если
смогут это все обсуждать качественно, в том числе вовлекая оппозицию. Да, ребята, если вы критикуете, ну, критикуй, предлагай, делай что-то, бери ответственность на себя. Если тебе что-то кажется важным, ну, вперед, солидарная ответственность тогда всех. Это важнее на самом деле, нахождение какой-то солидарной ответственности. Из понимания того, что, ну, хорошо, оппонент я был вчера, а сегодня я могу войти во власть. Вы знаете, когда у вас были выборы в прошлом году, я для своих экспертных целей общался со всеми 5 кандидатами, и, вы знаете, все практически говорили о том, что да, мы имеем расхождение с тем, с другим, но, в общем-то, мы готовы солидарно поработать для Абхазии. Ну вот сегодня я общался с главой МИД Абхазии Олегом Сасовичем Барцицем, и он ведь выступал-то, в общем-то, оппонентом власти на выборах. Он занимал такую позицию третьей силы, условно говоря, да, вот его позиция и позиция Роберта Аршба, да, вот это вот ниша третьей силы. Но сейчас он глава МИД и, в общем, достаточно активную проводит политику. Были там его поездки в Сирию и так далее, интересные достаточно, там, попытки как-то оживить внешнюю политику Абхазии, ее попробовать связать в том числе с решением больших российских задач внешнеполитических. Ну вот пример, пожалуйста. То есть мне кажется, что здесь гораздо более важные вещи, чем просто какое-то закрепление на бумаге каких-то там принципов, которые могут и не соблюдаться. А Россия со своей стороны какие нам сигналы дает? Вот возвращаясь к событиям 30 сентября, официальное поздравление от Владимира Путина и решение о реконструкции набережной, которое было подписано. Вот какие вы видите сигналы для абхазского общества, для абхазских властей? Вообще, учитывая то, что последнее время происходит в республике. Может быть, скажем так, российская позиция стала пожестче в каком-то смысле. Ну, вы понимаете, в какой ситуации страна находится. Вот, как говорится, да, не до сентиментов особенно. Но сигнал, мне кажется, такой очевидный, по крайней мере, как его можно видеть. Пора задуматься о развитии. Готовы помочь. Но если мы готовы помочь и готовы подставить плечо, ну, что-то и сделайте тогда, какие-то ответственные шаги. Не могу не спросить про то, что сейчас происходит в абхазо-грузинских отношениях в контексте охлаждения отношений Грузии с Евросоюзом. Как это может сказаться на отношениях Грузии и России и на взаимоотношениях Абхазии и России? Если коротко на этот вопрос отвечать. Ну, получается коротко, у нас уже время, так сказать, приближается к концу. Я бы что-то стал говорить о российско-грузинских отношениях. Понятно, что и Абхазия будет в этом контексте рассматриваться. Когда пройдут выборы, они уже не за горами, они завтра буквально. Это выборы в Грузии, можно сказать, муниципальные выборы общенационального значения. Вот там это общенациональное значение. Потому что оппозиция не вся, но часть ее, назовем это ЕНД+, Единое национальное движение, плюс там такая политическая подтанцовка, они будут о себе заявлять, они не признают выборы парламентские прошлого года, они считают власть грузинской мечты нелегитимной, значительная часть западного мира с ними солидаризируется, это будет такой смотр. Если этот смотр строя и песни, да, политической, грузинская мечта пройдет, то до 2028 года, следующих общенациональных парламентских выборов, у нас появляется окно для какого-то содержательного разговора. Я не думаю, что мы начнем этот разговор сразу, а какой статус Абхазии? Наверное, можно поговорить о таких вещах, как открытие железнодорожного сообщения. Подумать надо об этом. О каком-то диалоге, да, чтобы в Тбилиси тоже понимали, что Абхазия — это не просто какое-то приложение к России, это не куклы России, как часто там иные публицисты говорят, это не puppet figures, да, of Russia. Вот. Здесь есть самостоятельная субъектность, пускай ограниченная многими факторами, так сказать, реальными и так далее. Но я думаю, что вот какой-то диалог и шансы на прагматизацию. Прагматизация — это не значит, что мы полюбим друг друга. Да? Не задача России, чтобы ее все любили. Задача прагматически решать свои вопросы. Чтобы Грузия не была просто рупором Европейского Союза, НАТО и США, чтобы она решала, да, свои задачи, как она их видит. Не всегда, наверное, с Россией они будут совпадать, но мы хотели бы важного диалога. Потому что, ну, посмотрите на карту, где Грузия находится. Это центр Кавказа. Без диалога с ней не получится. И у вас не получится тоже. Ни они не улетят никуда, ни вы никуда не улетите. Главное выйти на вот этот вектор прагматики. Вот мне кажется, что с конца года до 28-го, до осени 28-го это окошко появится. Но статус Абхазии
как признанной республики, он может измениться или это не подлежит сомнению? Ну, понимаете, вот вы часто ставите вопрос, что вот Москва, Тбилиси там за спиной где-то договорятся. Понимаете, я не думаю, что в руководстве России кто-то сошел с ума, понимаете? Устойчивость политической системы Грузии не гарантирована. Ну, допустим, да, победили саакашвилистов, все там раз и навсегда. Но раз и навсегда ли? А вдруг через 4 года ситуация поменяется? Насколько устойчивы эти взгляды? Сегодня с Западом поругались, завтра с Западом помирились. Насколько эта позиция устойчива? Сергей Мирославович, большое спасибо вам, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю вас. Спасибо. А нашим слушателям напомню, мы говорили о внутриполитической ситуации в Абхазии, развитии абхазо-российских отношениях. У нас в студии был Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.